Действительно, несколько слов не доклад. Вот, а на самом деле, наверное, Алексей сейчас со мной не согласится. Вообще всякий хороший писатель, настоящий писатель. Настоящие писатели могут быть хорошие и плохие, но вот настоящий. Настоящий писатель, он в любом случае религиозный писатель. Это писатель, у которого есть четкие представления о том, что можно, а чего нельзя. Они по-разному воплощаются и так далее. Так вот, Агния Барто перекладывает рифмы. Обратите внимание, вначале было слово. И слово было у Бога. И слово было Бог. Все. Вспомните все библейские притчи. Вспомните все притчи, которые Иисус рассказывает. Они все элементарные. Они лапидарные. Они говорят, вот тебе свет, вот тебе тьма. Вот тебе добро, вот тебе зло. Мы потом начинаем в этих границах как бы двигаться и раздвигать их и размещать, но они заданы. И вот Агния Барто этим занимается. Она дает детскому сознанию, которое еще не отрефлектировано, которое еще размыто, которое еще мучительно плавает в этом вот можно или нельзя, разрешать или нет, наказывать или поощрять, она им задает аккуратненько вот эти вот гранички, вот эти вот рамочки, которые потом по-взрослому у нас в мозгах или остаются, и мы тогда остаются порядочными людьми, или не остаются. Мы тогда совсем другими людьми становимся. Но Агнии Барто спасибо. А то, что сделали вот наши два замечательных художника, они еще раз напомнили нам об этом и сказали о том, как трудно быть ребенком. Мы, разумеется, все время помним. Ребенок – это постоянный страх. Это мы вырастаем, потом этот страх забываем, потому что свойство памяти помнить хорошее. А на самом деле ребенок проживает страшные звенья. Он проживает страхи по самым разным поводам. И они, кстати, безграничные. И они безграничные, эти страхи, совершенно верно. Они вот такие вот. Страшно себе это представить. И Барто, опять же, здесь хороша, потому что она как бы дает вот микроскопическую капельку страха, а потом дает тебе разрешение этой страшной ситуации в некий позитив, приучая ребенка к тому, что вообще-то добра-то в мире больше, чем зла. Вот все равно его не брошу. Все равно его не брошу, потому что он хороший. Это очень... На самом деле, с Орловым к вам просьба, как человеку, Как человек. как человеку, да, который в литературе, в нашем ближайшем окружении понимает все. Нам нужна новая тема. Я не знаю, что вот у нас мучение, о чем, да? О жизни, Андрей, Нет, о жизни, ну кто, да? Потому что Агния Барто, к сожалению, лучший поэт, чем я. Да, ну и что теперь делать? Потому что она проще, яснее. И вот нам бы хотелось какое-то вот снять видео с какими-то текстами, но такими же, может быть, историческими, какими-то простыми, да. Вот я не так тренирован в истории литературы. Ну, давайте подумаем.